Селям алейкум, сайхватели Сержелер. С вами Эльвина Чекиева, и я снова рада приветствовать вас на всеми любимой кухне Софра Габуернес. Неделя пролетела незаметно, не так ли? А это значит, что мы готовы вас баловать новыми рецептами. Ведь сегодня у нас в гостях замечательный радиоведущий, поэт и просто жизнерадостный человек Эдип Эмиров. Они заряжают нас позитивным настроением 24 часа в сутки, будят по утрам многотысячную аудиторию людей звонкими и веселыми голосами, передают приветы, поздравления и включают любимые крымско-татарские песни. Все это дружный коллектив радио Ватан Седаса. Эдип Эмиров является ведущим программы «Бызым-Тараф». Он считает, что главное в работе – это дарить людям надежду и сделать так, чтобы слушатели улыбались вместе с любимым радио. Уже сегодня Эдип Эмиров поделится авторским рецептом любимого блюда, а также расскажет в целом о работе национального радио на гостеприимной кухне Софра Габуернес. Эдип, селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям. Сағолыңыз. Эдип, сегодня мы будем готовить авторское блюдо. Это Авторское. блюдо ты придумал сам, расскажи о нем подробнее. Однажды зимним вечером я сидел дома, у меня было настроение что-то приготовить, а в холодильнике было только это, вот я это и приготовил, собственно. Вот так и все. А Вот название так и всё. откуда такое? Называется бойдак аша. Ага, что это значит? Это переводится с крымско-татарского, крымско-татарский наш родной язык, да. Переводится как еда холостяка. А если ты женишься, как будет называться это блюдо? А если я женюсь, я готовить не буду. Машаллах. Вот. Какие продукты нам понадобятся? Необходимо филе куриное, специи, перец, морковь, лук, чеснок, помидор. В качестве гарнира мы будем использовать картошку. Супер, тогда мы начинаем. Бисмилля де башлаях. Хочу очень сильно попросить тебя нарезать вот этот вот замечательный бибер. Посмотрите. Харумберекета. Перец мы нарезаем небольшими квадратиками, примерно сантиметр на сантиметр. Нарезаю аккуратно перец. А как ты нарезаешь лук? Полукольцами. Да, можно было назвать это как-то, я не знаю, ризотто по-крымски или что-то еще в этом роде. Но Нет, ну это название больше подходит к этому блюду. да, я считаю. бойдак аша. Потому что, во-первых, звучит колоритно. Во-вторых, на нас, как на новом поколении крымских татар, лежит ответственность адаптации крымско-татарского народа к современным условиям очень быстрого развития вообще мира. 20 лет назад нашим родителям сказать, это мобильное приложение или это Viber. Это что-то такое неестественное, нонсенс, космическое. Они сказали бы, не ругайся. Что такое Viber? Не говори таких слов. Да. А сейчас это уже часть жизни. Очень радует то, что, например, появляются разнообразные приложения по обучению языку крымско-татарскому. Очень радует то, что, например, в телеграммах появляются группы по истории крымско-татарского языка. Мы должны идти в ногу со временем, а иначе мы останемся вне этого времени. Эдип, давай познакомимся с тобой поближе, расскажи Давай. о себе. Мне 24 года пока что. Я работаю на радиостанции Ватан Седаса. Помимо этого, я своими силами пытаюсь преподавать крымско-татарский язык всем Тебе это желающим. здорово получается. Я пытаюсь заниматься с друзьями музыкой. Молодец, всесторонне развитый человек. Саус. Кем ты мечтал быть дед? Я в детстве мечтал быть пожарником. О, почему именно пожарник? Пожарники много спят. А Ты сейчас любишь поспать? я очень люблю поспать, но так получается, что сейчас из-за специфики своей работы сплю я мало. Как ты просыпаешься? Ведь твой утренний эфир начинается в 7 часов. С болью. Но, это, естественно, шутки. Человек — это такое существо, которое создал Всевышний, оно приспосабливается к любым условиям, абсолютно ко всем. И, соответственно, надо просыпаться в 5 часов для того, чтобы на 7-часовой эфир успеть. Мы просыпаемся. Очень сильно мотивирует работа. Вот Эдип, интересно узнать, в чем такие отличия телевидения и радио? Ведь ты работал как и на телевидении, так и сейчас ты работаешь на радио. Было дело, было. Радио — это жизнь. Это живая площадка. Телевидение — это брендовая площадка. Это очень статусная площадка. После того, как ты работаешь на телевидении, ты должен следить за своей внешностью, ты должен следить за тем, что ты говоришь, как ты говоришь. Люди тебя узнают на улице так или иначе. На самом деле, влияние телеканала «Милета» довольно-таки широко. И даже те люди, которые, возможно, неоднозначно относятся к его деятельности, так или иначе за ним следят. Поэтому давайте будем откровенны, все смотрят «Милет». Ага. Радио — это творчество в чистейшем виде. Ты приходишь, никого нету. Ни оператора, ни режиссера. Есть только ты и микрофон. А на той стороне микрофона многотысячная аудитория, которая следит за каждым твоим словом. У радио Ватан Седасы очень большое количество постоянных слушателей, и оно расширяется с каждым днем. Сама представь, каждое утро просыпаться в 5 часов утра, ехать на работу и
И если не делать это с любовью, если не делать это с удовольствием, крымско-татарский народ – это народ, который по факту всю свою историю жил надеждой. Многие крымские татары, то есть поколение наших родителей, они ругают друг друга и иногда сами себя за то, что они не живут сегодняшним днем. Наши родители постоянно работают для того, чтобы построить дом твоему сыну, чтобы, да, он мог хорошо жениться. Или накопить денег, чтобы дочка смогла взять хорошую машину, чтобы она, обучаясь в городе, не мучилась, не каталась на общественном транспорте. Работая самоотверженно каждый день, не для себя, не для своих целей, люди живут лишь надеждой. И если эту надежду в людях не поддерживать, люди просто-напросто или разочаруются на определенном этапе, или большую часть своей жизни просто как рабочие единицы, как клерки, как какой-то планктон. Мы живем в мечте наших биташек и хардобашек. Мы живем в тех условиях, о которых они мечтали. Они мечтали, чтобы мы жили на родине, чтобы никто не запрещал говорить на крымско-татарском, чтобы никто не запрещал ходить в мечети. Сейчас, Аллах шукур, у нас есть условия для того, чтобы изучать свой язык. У нас есть телевидение крымско-татарское. Наш народ, крымские татары, это народ созидателей. И радио Ватан Седосе этим и занимается. Мы каждое утро выходим, показываем людям, какие новые песни написали наши музыканты, показываем им то, что крымско-татарский народ сам по себе развивается, мы не стоим на месте, у нас есть новая музыка. А ты знаешь, что есть панк-рок на крымско-татарском языке? А ты знаешь, что есть регги на крымском? Ты мне открываешь занавес просто. А вот открывать вот эти самые новые горизонты, вот этот занавес, это и есть задача, одна из задач радио Ватан Седосе. Иди, правильно ли я нарезала перец? Вот любая крымская хайнана, увидев этот нарезанный перец, захочет тебя видеть в качестве своей Как приятно. невестки. Кости Мессон. Кости Мессон. К чему мы теперь переходим? Необходимо очень мелко нарезать чеснок. Продолжая наш разговор. Да, очень известный общественный крымско-татарский деятель Юрий Османов, сейчас его труды заново раскрываются для народа. Он когда-то говорил то, что самая большая проблема крымско-татарского народа, знаешь, в чем заключается? В чем? В разрыве поколений. Что это означает? Это означает то, что вот, грубо говоря, есть поколение новое. Мы, поколение, выросшее на мультфильмах 2000-х и которое сейчас живет, которое не может представить свою жизнь без интернета, без телефона, и поколение наших биташских хардобашек. Наше радио, оно связывает эти поколения. Нам на радио звонит и молодежь, заказывает современные песни, например, которые им понравилось. Из Сакского района Амет. Игрымбеш Яшинда, 25 лет. Звонит, заказывает самолет Лар. Например, какая-то Гулюмхан Апте из Симферополя, который уже далеко за 70, звонит и заказывает, например, Арабаларда Гелирде Гидер. Наше радио удовлетворяет потребности как взрослого, так и молодого слушателя, но при этом оставаясь в рамках крымско-татарской культуры. Радио само по себе такая площадка, что для того, чтобы ознакомиться с контентом, который она предоставляет, не надо выделять специально для этого время. Грубо говоря, в саду, или занимаешься стройкой, или едешь за рулем. Ты включил радио и забыл, ты его фоном слушаешь. Совсем недавно расширилась территория вещания. Большинство крымских городов вместе с районами имеет возможность прослушивать радио Ватан Седосе на своих волнах, на своих частотах. Где именно и как именно в социальных сетях Ватан Седосе можно найти. Подписывайтесь на наши социальные сети ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники. Все частоты так или иначе там присутствуют. Помимо этого, на телеканале Милет есть шикарный промо-ролик, в котором подробнее рассказывается, в каком городе какая частота доступна. Здорово. Да. И 50% соотношения. Сколько процентов уже радио Ватан Седосе охватил Крым? 80. У нас еще также присутствует мобильное приложение. Это недавно запустили вы? Считаю его более-менее свежим и считаю его наиболее актуальным, поскольку не стоит забывать про огромное количество диаспор, начиная от Москвы, заканчивая Нью-Йорком. Грубо говоря, начиная от Петербурга, заканчивая Эскишехиром. Везде живут крымские татары, и они так или иначе хотят иметь Слушать свою отношение. родную речь, да? Да, обязательно. Они хотят иметь отношение к культуре своей, к развитию. Мы хотим, чтобы наше радио связывало этих людей, которые на данный момент проживают за границей, с их исторической родиной, с Крымом. Поскольку, как сказал один современник, однажды вернемся. В этих словах, думаю, есть мудрость, какая-то глубина. Обязательно, поскольку крымские татары и Крым, они неразрывно связаны между собой, как мать и ее дитя. Эдип, вот всем интересно, так скажем, закадровая часть радио. Да. Какой у вас коллектив? Коллектив у нас состоит из 10 человек, большинство из них диджеи. Помимо этого присутствуют новостники, то есть те, которые составляют новости. Вы можете их слышать в эфире нашей радиостанции. Руководство наше – это мой директор Абдулла Джосман, а также наш музыкальный директор – это Арсен Ага Курсаитов. Замечательный, очень теплый коллектив. Мы каждый день покупаем печеньки. Наше утро на радио начинается с того, что у нас эфир с 7 часов утра до 10 часов передача. Называется «Безантараф». Интересные, занимательные рубрики. У нас есть викторина. В этот момент, думаю, телефон
телефон разрывается просто от звонков. Да, у нас вот был рекорд наш. Максимальное количество за час нам дозвонилось 45 человек. Но в то же время на линию наш телефон набрало более 100 человек. Нам звонят, мы выводим их в эфир, мы разговариваем, общаемся. Знаешь, сколько курьезов было? Расскажи, вот это я хотела спросить от тебя. Во-первых, хочу заявить. Я ответственно заявляю, дорогие зрители, что у нас, нам, наши родственники не звонят. Всем своим родственникам звонить мы давно запретили. Моя Анашка очень часто знает ответы на вопросы, но я не разрешаю никому из своих родственников звонить. Бывало такое, то, что очень часто пытаются дозвониться и познакомиться с ведущими Даже девушками. так? Конечно. Каким образом это происходит? Сидим мы в эфире утренней передачи, и звонит какой-то молодой человек и говорит: «Салям алейкум, вот сейчас вот вы ведете эфир, да, иди пока». Я такой: да. Он говорит: вот ваша коллега, например, я не знаю, Эльвиде или Алие, вот я хотел бы с ней познакомиться. Так прямо и в открытую. А что тянуть-то? Можно когда сразу, да? А В чё прямом тянуть? эфире. Да, ну правда, девушки наши никогда не знакомятся. И, Дип, какие еще Да. проекты есть на радио, помимо вот утренней программы «Без антара»? У нас с 10 часов утра до часу дня линейный эфир. А что это такое? Линейный эфир – это время, когда проигрываются песни. А между песнями выходит диджей и говорит необходимую информацию или просто общается с нашими слушателями. Говорит: вот, дорогие друзья, в этот замечательный солнечный зимний день, например, вот, вот совсем недавно же мы наблюдали то, как была весна зимой. Да, у нас в Крыму это часто наблюдается. У нас в Крыму много чего часто наблюдается. С помощью таких вот подводок создается ощущение присутствия, ощущение того, что это не просто плейлист, который есть у каждого в телефоне или в магнитоле, а это именно что живой человек, который беседует с тобой. Далее, с часу до 2 у нас поздравления. Я люблю вот эту программу. Поздравляю. Да? Да ты что? Да, очень удобно. Можно сделать Свои подарок плюсы. близкому человеку, но в то же Да. время очень оригинальный и в то же время очень веселый. Когда Ватан Седоса только запускался, мы разрешали определенным слушателям заказать 2 песни. Час ведь ограничен, время-то ограничено. Сейчас уже мы себе такой роскоши позволить не можем. Мы не можем позволить ее нашим слушателям. По одной песне. Бывает, звонят, например, и говорят: «Салям алейкум». Алейкум салям. Там вот мен бойерден телефон ачам. Поздравили, сказали, что как поздравить. Говорят: «Ве экегер». Например, я не знаю, там Бахчисара Кайтармасы, ве там Арсен Курсаитов не ичун. Я говорю: ханым эфенди, вақтымыз пек аз, эркезні қабыл етмеге істейміз. Onun için бір ер по одной песне. Ты, ага, договоримся. Даже здесь такие моменты бывают, да? Конечно же, я такой говорю: тата, мен телефонда, мен сіздің телефоныңызды білмеймін. Это корпоративный телефон, я даже не знаю, кто мне звонит, я телефон не могу Как мы определить. с вами договоримся, Да, да? как мы договоримся? Я говорю: ты давай хоя. Мы хотим, чтобы все были довольны, мы не хотим никого обижать, мы хотим, чтобы все успели поздравить своих близких. Проблем не будет, договариваться не нужно. Эльвина Шарфе, помоги, пожалуйста, мне обработать эти замечательные крымские, это, подчеркиваю, крымские помидоры. Эдип, лучше расскажи, с каким настроением вы выходите в эфир? И бывает ли такое, что настроение плохое, а нужно изображать, что настроение хорошее? Телевидение обязывает к большему. Спроси у своего коллеги, у Али Акчурина, как он должен вести утро. Он должен сесть с таким лицом. То есть безукоризненная улыбка, глаза не должны показывать то, что ты устал. А я могу прийти на радио небритый, в куртке, с плохим настроением. Я могу вот так вот сесть, закутаться вот так вот в нее. Мне включат микрофон, и я буду такой: «Селям алейкум, достлар, базон тараф яйны Ватан Седасының эфирінде оның алып баржысы Эдип Эмир. Эпіңізді жан юректен селямлай. Пек яшы қайтарма эфирімізде». И никто не знает, что ты говоришь это с закрытыми глазами. Как это узнают? Никак. Вот именно. Нас слушает многотысячная аудитория. Я должен за каждым своим словом следить, за каждым своим изречением, за ходом своей мысли, за тем, что я пытаюсь донести. Хорошо. Эдип, возвращаемся к звонкам. Звонят ли слушатели других национальностей? Да, звонят. Очень большое количество славян слушает нашу радиостанцию. Интересно. Или обязаны слушать, поскольку соседи татары на всю улицу включат. Что еще делать? Да, в этом тоже плюс есть какой-то. Да. Разные люди звонят. С какой целью они звонят, Эдип? Чаще всего просто передать привет, попросить поставить какую-то определенную песню. Просят сказать, какая песня играла в эфире. Необходимо теперь привезти картошечку, нарезать квадратиками. Эдип, человек ты всесторонне развитый, об этом я говорила и не раз. Вот интересно узнать, твои навыки как помогают тебе, будучи вот таким профессиональным радиоведущим? Это как всегда. Пойдем куда-нибудь на день рождения, на какую-то свадьбу. Все родственники: давай, иди,
Иди Ты же на скажи. радио работаешь. Иди скажи. Спасибо скажи. Чтоб все прям. Мне приходится говорить. Вот так и помогают мои навыки. Бывает такое, что мы идем по городу с Абдулой, мы общаемся исключительно между собой на крымско-татарском языке. Люди вот так вот типа, что? Вы говорите на крымско-татарском? Такая редкость. Да? Но вы же не старые. Почему-то все думают, что крымско-татарский язык со временем превратится в язык обрядов или Пожилых, да? в язык пожилых людей. На самом деле крымско-татарский язык, он полноценный, он целостный. На нем можно не то что говорить, на нем можно полностью изъясняться. В нем присутствуют абсолютно все слова, начиная от слова «остановка», заканчивая словом «психология». Это все просто нужно знать и применять в жизни. Кстати, об уроках. Я Да. знаю, что ты преподаешь частные занятия, Да, уроки да. крымско-татарского языка. Да, бывает такое. Кто зачастую к тебе обращается, с какой проблемой? Абсолютно разные люди. Абсолютно разных точек мира. В плане того, что у меня есть ученики как в пределах данного государства, так и за его пределами. Интернет позволяет обучать кого угодно, как угодно и где угодно. Эдип, как ты к этому пришел? У меня есть друг, его зовут Эмир. Однажды этот человек большой генератор идей. И вот однажды он предложил мне: а почему ты не преподаешь крымско-татарский? Я говорю: а я не знаю. Он меня направил на этот путь, но сформировался на нем я уже под влиянием разнообразных интернет-проектов. Я посмотрел особенности, добавил что-то свое, подстроил это под крымско-татарский язык, и вуаля! Хорошо, Эдип, вот тебе человек приходит с нулевым знанием крымско-татарского языка. Да, бывает такое. С чего ты начинаешь? Я начинаю с азов, начинаю с букв. Какие есть буквы в крымско-татарском языке специфические, как они произносятся правильно. В крымско-татарском языке нет буквы «ы» русской, есть буква «э». И из нюансов, из мелочей, из деталей состоит что-то великое. Что ты испытываешь в те моменты, когда ты видишь динамику развития человека, твоего ученика? Радость, счастье и вдохновление. Приготовление этого блюда состоит из двух частей. Грубо говоря, нарезка, а затем уже непосредственно самоготовка. Переходим к готовке. Можно, да. Эльвина Шерфе. Картошку мы уже разместили на ее законное место. Теперь сразу же переходим к соусу, который составляет большую часть бойдак ашем. Я вижу у тебя оливковое масло. Да, после того, как оливковое масло нагрелось, бережно, аккуратно, с заботой и лаской, предварительно нарезанный полукольцами лук размещаем в это самое оливковое масло. Эдип, раскрою тебе секрет, еще никто так бережно с луком у нас на программе не обращался. Но это же лук, это же берекет. Эдип, так как ты работаешь на радио, мне интересно узнать, Да. на улице тебя люди узнают по внешности или по голосу? Мои слушатели почему-то говорят то, что когда слышат мой голос, представляют высокого такого статного молодого человека, а тут я. И что, у них диссонанс? Типа того. Во всем должна быть загадка. Да. Знаете, в чем особенность приготовления бойдак аша? В чем? Раскрывай В том, что нам необходимо сейчас дождаться, пока лук примет золотой окрас, затем во второй раз налить оливковое масло сверху. Еще раз, да? Да, хочу рассказать об одной из особенностей крымско-татарского языка. В крымско-татарском языке на незамужнюю девушку говорят шерфе. Это был камешек в мой огород. Это был метеорит в твой огород. На замужнюю девушку говорят ханум. Точно такое же можно адаптировать, не можно адаптировать, а адаптируется под мужчин. Неженатого мы называем бей, а уже женатого, уже состоявшегося мужчину мы должны называть эфенди. Вот так вот. Да. На самом деле о таких различиях мало кто знает, но они значимы. Обязательно. Я вижу, ты сверху еще поливаешь оливковое масло. Могу. Сегодня я узнаю очень много секретиков от тебя. Да. Да. Поделись о секретах своего тайм-менеджмента. Как ты умеешь планировать свой день? Как ты находишь время и для работы, и для семьи, и для увлечений своих? Я проживаю далеко от семьи. Моя семья проживает в Красноперекопском районе. То есть родом ты из Красноперекопска. Да. На работе мы находимся с 6 часов утра до 3-4 часов дня. Затем я приезжаю на квартиру, веду уроки, занимаюсь какими-то сторонними проектами. И теперь знаю, что ты не только работаешь на радио и преподаешь крымско-татарский язык, Но но и пишешь сценарий к фильму. я одно время очень сильно хотел их отдать режиссерам определенным, но затем подумал то, что, наверное, еще не пришло их время. Каждый человек должен заниматься тем, что умеет. Я считаю, что пока не сильно возрос, надо учиться и еще раз учиться. Я еще не сильно. Один из сценариев повествует о начале 19 века, конце 18-го. Связано с крымскими татарами? Да, это именно та эпоха, в которую я влюблен. Почему? Чем она тебя привлекает? Это эпоха, когда вот начинает веять чем-то новым, свежим. Это эпоха Исмаила Гаспринского. Самый большой враг любого народа – это забвение. Это незнание, это нежелание обучаться. Мгм.
Согласна. Есть крымско-татарская пословица. «Білмемек айып дегіл, білмеге истемемек айыптыр». Не стыдно не знать, стыдно не хотеть знать. Золотые слова. Знаешь то, что раньше наши предки уделяли особо сильное внимание именно кулинарным традициям. Этикету за столом, поведению за столом. И очень определенные моменты разнятся с этикетом общепринятым, который нам заставляют еще со школы, предоставляют в качестве того, что это общепринятые правила. Стандарт, да, какой-то определенный. Например, раньше мужчина, если ходил с непокрытой головой, мне заставили снять кепку. Я вам говорю честно, у меня была кепка и колпак. Мужчина с непокрытой головой считался все равно, что голый. В крымско-татарской традиции. У всех что-то должно быть на голове. Так вот, а сейчас нам говорят, что в помещении в головном уборе нельзя. Да. В нашей культуре можно. За столом нельзя разговаривать. А вы знаете то, что по исламу, наоборот, сунна за столом говорить? С неполным ртом, естественно, аккуратно, соблюдая все правила гигиены, правила приличия, но за столом разговаривать сунна, поскольку стол – это одно из немногих мест, где вся семья собирается. И можно действительно обсудить многие моменты. Глава семьи может сказать поручения своим домочадцам и прочее. Та традиция, что нельзя разговаривать за столом, это тоже навязанное, пришлое, такое стереотипное мышление. А то, что традиции, которые у нас есть, крымско-татарские, они все приходят из ислама, из исламской культуры. Я более чем уверен, Эльвина Шерфе, Что наш лук готов? что наш лук готов и необходимо добавлять мясо. Замечательно. А что бы еще хотелось бы сказать о культуре употребления пищи у нас у крымских татар? Такие понятия, как аш-буюктен, самый главный кусок. Сначала трапезу начинает, в принципе, старший. То, что воду нужно давать сначала младшим или тем, кто сидит справа от тебя. Наши биташки, хардабашки нам могли это доносить. Но, к сожалению, из-за того, что нам, может быть, не хватало на определенном этапе, или некоторые не жили с биташками, с хардабашками, школа нам донесла. За столом не говорить, Да. помещение в шапке не сидеть. На этом этапе можно уже добавлять специи в наше замечательное блюдо, поскольку этот соус, он должен быть немного острым. Специи – это как определенные черты характера в человеке. Можно добавлять, Помидор. да, как говорится, помидор сачтом олсун деп. Джебым пара толсун деп. Да. Біздің де жеблеріміз пара толсын деп. Эдип, какими качествами должен обладать человек, который работает на радио? Для того, чтобы работать на нашем радио, необходимо, во-первых, идеальное знание крымско-татарского языка, чтобы можно было свободно выражать свои мысли, свободно переводить что-либо, то есть сложный материал. Иногда бывает такое, что мы смотрим на какой-либо материал русскоязычный и на ходу его переводим. То есть необходимо свободно выражать свои мысли. Не просто говорить «Селям алейкум, алейкум селям», «Бу кашык», «Бу отмек», «Бу мышык», «Бу копек». Такие примитивные слова, да? Да, так не пойдет. Необходимо просто свободно переводить текст любой сложности, начиная от научного, заканчивая художественным, какие-либо повествовательные. Учитывая то, что в некоторых моментах это нужно делать все оперативно. Кто придумывает новые проекты у вас на радио? Совместно, коллективный разум, так сказать. Пришел момент, когда нам необходимо добавить остальные овощи в этот общий большой казан. Я тебе его доверяю, Буйр. Так. Эдип, какие крымско-татарские блюда ты любишь больше всего? Давай так, топ-3 крымско-татарских блюд. Тава кебаба, Ага. шиш кебаба, люля кебаба. Все на кебаб прям, Эдип. Мясо, мясо. Куда мужчины без мяса? Никуда. Да? Никуда. А после того, как мы все смешали, мы должны оставить все на минут 15, дабы оно перемешалось, дабы соки смешались друг с другом. Накрываем Или крышечкой. прикрыть. Да-да-да-дам. И ожидаем. И тебе посмотрите, какое красивое блюдо у нас получилось. Да. Что ты скажешь? Я скажу то, что это блюдо очень сытное, его необходимо употреблять с большим количеством хлеба. В соусе было очень большое количество масла, которое пропиталось именно соком овощей и приобрело особый вкус. Бойда каша. Ну не могу я не поздравить радио Батан Седаса. Вы недавно отмечали день рождения. Да, очередной. Расскажи о празднике, как все проходило. Прошло в очень домашней уютной атмосфере. У нас был хорошо организованный, четко выстроенный, заранее распланированный радиомарафон. Приглашали разных гостей, как экспертов в плане языка, радио. С нашими сотрудниками пообщались. Радио, насколько, каким бы оно развитым, большим, великим не было бы, оно не стоит ни гроша без своих слушателей. Мы крымско-татарское радио.
Соответственно, наши слушатели крымские татары в большинстве своем. Машаллах, я видела эти счастливые лица. Все слушатели, все люди, которые были на празднике, все были довольны. Желаю вам творческих успехов, процветания и новых проектов. Чох сау! Эдип, что ты пожелаешь нашим дорогим телезрителям и слушателям радио Ватан Сидасы? Я желаю им процветания в первую очередь в своих домах, в своих семьях, поскольку благополучие в семье – это одно из тех благ, которыми нас Всевышний одарил в этой жизни. Семья – это главное. И пусть наш телеканал, и пусть наша радиостанция Ватан Сидасы всегда помогают сохранить тепло в ваших семьях, освещают те проблемы, даже не проблемы, пусть говорят о том, что вам действительно интересно, пусть дарят вам самое главное – надежду. Ведь мы, крымские татары, это такой народ, которому не нужно помогать, ему просто не нужно мешать. Самое единственное, что нам нужно – это наша земля, надежда в наших сердцах и наши близкие в наших собственных домах. Остальное мы все сами сделаем. Светлся. Машаллах. Эдип Чох Сау, что пришел к нам в Алла гости, разолсан. поделился настоящим ахайским, буйдакским таким Да. рецептом. Да. Всегда рады тебя видеть. Взаимно. Чох сау у нас. Дорогие телезрители, желаю вам доброго утра и чудесного настроения. С вами была Эльвина Чекиева и Эдип Эмиров. Программа «Софрага Буйрнус». Аштатлоу сон, Корюшкенджи.